Чувашские полицейские задержали очередного подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. Житель Краснодарского края признался, что звонил чебоксарцам и просил их оказать содействие в приеме высокопоставленных гостей. В процессе общения со своими жертвами мужчина различными способами пытался убедить потерпевших перевести на его счет определенную сумму денег. Бармен одного из чебоксарских кафе Дмитрий рассказывает, что в декабре прошлого года на его рабочий телефон позвонил мужчина. И, представившись полковником полиции, сообщил, что должен достойно встретить своих московских коллег. Лжеофицер изъявил твердое намерение отдохнуть именно в этом заведении. Они хотели выпить дорогой коньяк, которого у нас, к сожалению, нет. И вот попросили меня сбегать в магазин, чтобы я вот купил им этот коньяк. Молодой человек всячески старался угодить своим ожидаемым посетителям и согласился приобрести то, что они желали. По пути в магазин заказчик вновь позвонил Дмитрию и вдобавок ко всему попросил пополнить баланс телефона на 10 тысяч рублей, что отзывчивый бармен и сделал. Я приготовил стол, я не знаю, подал кухню, скажем так, подобрал хорошую музыку, чтобы удобно было отдыхать им тут, чтобы было им очень приятно. Однако высокопоставленных клиентов 21-летний бармен так и не дождался. После того, как заказчик получил желаемую сумму, он просто перестал выходить на связь. И тогда Дмитрий понял, что его обманули, и обратился в полицию. А вот флористу Елизавете повезло чуть больше. Злоумышленник также позвонил ей на рабочий телефон и, представившись начальником отдела ГИБДД, заказал букет на внушительную сумму, которую нужно было привезти в здание Республиканской госавтоинспекции. В процессе доставки букета позвонил заказчик и попросил купить конфеты. И там же через терминал попросили закинуть деньги на телефон. На один номер 600 рублей, на другой номер 2500 рублей. К счастью, у Елизаветы не оказалось при себе этих денег, о чем она сообщила своему клиенту и поехала дальше отвозить цветы. И уже в фойе ГИБДД я позвонила заказчику, а номер телефона уже не отвечал. Там же, в здании госавтоинспекции, девушка встретилась с другим потерпевшим, который также привез шикарный букет по просьбе доставленного ныне злоумышленника. Уже оттуда молодые люди отправились писать заявление в полицию. Нам удалось в ходе неоднократных служебных командировок в Краснодарский край задержать данного злоумышленника и доставить в Чебоксары. На данный момент доказана его причастность, и он дал признательные показания о совершении 6 мошеннических действий с использованием средств мобильной связи. Сейчас полицейские устанавливают причастность ранее судимого, неработающего жителя Краснодарского края к совершению аналогичных преступлений. В отношении него возбужден ряд уголовных дел по статье мошенничества.